Гунны. Они были рождены на бескрайних просторах степей. Прекрасные наездники и лучники. Они нападали так же быстро, как летит стрела. Народ, который оставил яркий след в мировой истории. В историографии высоко оценивается историческая роль верховного гунского хана Аттилы, сына Мундзука. Он поставлен в первую тройку величайших завоевателей древности – Александр Македонский, Юлий Цезарь и Аттила, которые распространили военным путем свою власть на огромной территории Евразии, побеждая сильнейшие империи, армии и народы, и при этом не потерпели ни одного поражения. Таким образом, полководческое искусство Аттилы безупречно. Проведя 6 крупных военных походов в Германию, в Галлию, Францию, в Италию, на Балканы, Закавказье и в Палестину, и предводительствуя десятками и сотнями тысяч воинов, он всегда применял такие боевые приемы для победы над врагом, которые всегда заставали противника врасплох. Первым среди кочевых степных племен он применил для захвата европейских укрепленных городов самые разнообразные стенобитные механизмы – анагры, катапульты, баллисты, для обслуживания которых он создал специальные и хорошо обученные подразделения. Видимо, в этом сказался его боевой опыт молодости. В молодые годы, будучи аманатом-заложником в Риме, Аттила служил в римских войсках, где он в течение 7 лет прошел боевой путь от рядового легионера до легата, командира легиона, 6 тысяч воинов, соответствует сегодняшнему званию полковника. В историографии, начиная от древней и кончая современной, Аттила поставлен в ряд 100 наиболее выдающихся полководцев и военачальников, и при этом почти все авторы помещают его в первый десяток полководцев. Война была для Аттилы только последним средством достижения цели. Вначале он всякие межгосударственные споры пытался уладить мирным дипломатическим путем. Так, к примеру, он направил в Восточный Рим, Византию, 3 посольства в 446-47 годах, пытаясь обратить внимание и предотвратить грабительские вылазки воров и гробокопателей с территории Восточного Рима, которые раскапывали могилы знатных гуннов с целью похищения оттуда ритуальных золотых масок, других золотых и серебряных вещей и предметов. Но только после получения высокомерных отказов со стороны восточно-римского императора Феодосия он был вынужден пойти войной на Константинополь. Аттилу отличали огромное мужество и храбрость. В сказаниях об Аттиле у всех тюркских народов повествуется о личном единоборстве Аттилы с тигром-людоедом на берегах Дуная, когда он вышел на поединок с этим полосатым чудовищем и одной меткой стрелой из лука поразил огромного зверя прямо в сердце. Аттилу отличала также личная скромность. Приск Панийский, посол Византии при дворе Аттилы, летописец, историк и писатель, отмечал, что шатер Аттилы был лишен золотых украшений и сохранял черты кочевого быта. Сам он не имел никакого золотого оружия и не пил и не ел из золотых кубков и из золотой посуды. Одежда его была простая и скромная. Также и снаряжение его коня не было отделано золотом и золотыми предметами. Сильный характер и железная воля Аттилы, а также его дипломатические способности проявлялись в том, что на протяжении десятилетий он сохранял союзнические отношения, дружескую привязанность и признание своего превосходства со стороны, казалось бы, никого и ничего не признающих германских конунгов: король вандалов Гейзерих, король Остготов Валамир и король гепидов Ардарих, и славянских князей, предводитель антов Анигизий, предводитель венедов и русинов Гостун и предводитель хорватов Радомир. Аттилу отличало повышенное чувство справедливости. В судебном споре между знатным ханом и простым воином Харахуном он никогда не исходил из сословной принадлежности. Знатный хан мог лишиться головы, если он был виновен, или же его притязания были неправы. Аттилу отличало бережное отношение к своим воинам. Если он мог достичь желаемого без применения воинских сил, когда в бою могли погибнуть его бойцы, а на основе дипломатических переговоров, то он предпочитал мирный путь дипломатии. Так он отказался от штурма и захвата столицы Восточно-Римской империи Константинополя в 447 году и столицы Западно-Римской империи Рима в 452 году, когда Восточно-Римский император Феодосий и Западно-Римский император Валентиниан III полностью согласились на предъявленные им условия и требования по сумме и видам дани.
Как пишет об Атиле известный исследователь-гуннолог Джон Мэн, Аттила ассоциируется с особым типом личности. Его влияние следует искать не в практических достижениях, а в том полете воображения, который вызывает имя Аттилы. Он разорвал узы исторического факта и вошел в легенду. Аттила, Москва, 2007. И недаром в крымских санжара сказывается о великом Аттиле Адильхане, который отличался величайшими качествами и способностями, и в первую очередь справедливостью, что его смерть оплакивалась даже его врагами. И недаром имя Аттила, сын Мундуза, из гунского племени киргизов, ассоциируется с понятием справедливости – адлет.